Когда говорят «Казань», то каждый в первую очередь представляет, наверное, именно это место – Казанский Кремль. И один из его древнейших и самых узнаваемых символов – башню Сюембике, самую романтичную падающую башню в мире. А все благодаря легендам, которых с каждым годом вокруг нее витает все больше. Наверное, каждый знает историю о царе-воителе и своевольной владычице. После взятия Казани Иван Грозный, очарованный царицей Сюембике, захотел, чтобы та вышла за него замуж, а в случае отказа пригрозил наказать весь татарский народ. Чтобы спасти своих подданных, на брак прекрасная девушка согласилась, но поставила условия. За неделю должна быть построена 7-ярусная башня, иначе замуж она не пойдет. Жених был так же упрям, как и его избранница, так что башню построил. И в тот же день Сюембике поднялась на ее вершину, и вот здесь сюжет истории делает виток. Оптимисты утверждают, что царица превратилась в лебедя и, выпорхнув в окно, обрела столь желанную свободу. Реалисты же настаивают, что полет из окна был, но вот окончился он куда печальнее. Легенды имеют место быть, но они не отражают исторических фактов. Сюембике была женой казанских ханов, трех. После завоевания Казани войсками Ивана Грозного ее насильно увезли в Москву, разлучили вместе с сыном, и до последних своих дней она проживет в городе Касимове, что в Рязанской области. И здесь с историками не поспоришь. Царица Сюембике прожила, возможно, не самую счастливую, но как минимум долгую для того времени жизнь. Любопытно, что легенд о башне Сюембике куда больше, нежели научных фактов, но они есть и притом неопровержимые. Например, для проекта Казанского вокзала в Москве архитектор Алексей Щусев полностью воспроизвел форму башни Сюембике. И теперь мы снова отправимся извилистыми тропками легенд и преданий. Существует поверье, что даже шпиль у этой башни не простой, а с секретом. В шаре, что венчает минарет, хранятся не то сокровища, не то карта к этим сокровищам ведущая, а то и вовсе летопись всего Казанского ханства. Шар этот, правда, ученые снимали и исследовали, он оказался пуст, но это же не значит, что всего вышеозначенного там не было. Одна из загадок этой башни – это время ее постройки. Вероятнее всего, башня была построена в первой половине 18 века и являлась внутренним оборонительным элементом рубежа, ведь с самого верхнего шпиля этой башни прекрасно виден Кремль и окрестные его виды. В те времена она называлась Казанским минаретом, и по этой версии башня Сюембике является единственным сохранившимся памятником татарской архитектуры тех времен в Казани. К слову о сохранившемся. Во время Великой Отечественной войны, когда риск потерять такое уникальное строение был как никогда велик, группа ученых и архитекторов произвела обмеры и зарисовки башни, чтобы ее можно было восстановить, пострадая она во время бомбежки. К счастью, эти чертежи не понадобились. Так почему же башня Сюембике падающая? Логичное предположение – потому что она падает. Вернее, падала, пока в 1913 году во время очередной реконструкции основание башни не стянули металлическим кольцом, по поводу которого очень негодовали тогдашние историки. Внешний вид это вынужденное украшение, возможно, и подпортило, зато помогло сохранить башню. В причинах ее наклона ученые пока не единодушны. По одной из версий оседает весь холм, на котором расположен Казанский Кремль. По другой, раньше на этом месте была деревянная башня, вместо которой впоследствии построили каменную. Вот фундамент и не выдержал такой нагрузки. Любители легенд утверждают, что так как башню строили всего 7 дней, то и заложить надежное основание зодчие попросту не успели. А еще говорят, что башня наклонилась под гнетом тоски татарского народа по своей царице Сюембике. Ворота называются «День и ночь», и в верхней части этих ворот знаки зодиака расположены согласно законам природы. Там, где полумесяц у этих ворот, расположены зимние и осенние знаки зодиака, ведь природа спит и отдыхает. А там, где солнышко, природа бодрствует, и расположены летние и весенние знаки зодиака. А стукалы этих ворот выполнены в форме льва. Это оберег, что отпугивает злых духов.
Злых духов, возможно, львы и отпугивают, а вот некоторых особо ретивых людей не получается. Во времена, когда в башню еще свободно пускали всех желающих, многие Homo sapiens решили вернуться к корням и заняться наскальной живописью. Во многом из-за них свободный вход в башню запретили, но и тут без легенд не обошлось. По рассказам, одна из казанских студенток, страдая от неразделенной любви, решила повторить полет Сиембики. В лебедя она, понятное дело, не превратилась, и руководство музея-заповедника вначале закрыло посещение верхних ярусов, а потом и вовсе заперло башню. Сейчас здесь царствует местная фауна, тоже отличающаяся упрямством и стойкостью к регулярным генеральным уборкам. С экскурсиями или без, башня продолжает жить и даже творить чудеса. По одному из поверий, башня Сиембики еще и исполняет желание. Для этого нужно коснуться ее стены, очень ярко представить желаемое и, главное, при этом не шуметь, чтобы не распугать мечты других людей. Жемчужина Казанского Кремля, как истинная царица, в честь которой она и названа, хранит свои тайны и даже в 21 веке продолжает создавать легенды.